Hikvision, всемирно известная китайская компания по производству фотоаппаратов, давно отрицает сотрудничество с китайским правительством, оказывающим давление на Восточный Туркестан. Но внутреннее расследование IPVM американской фирмы по кибербезопасности показало, что у Hikvision были контракты с китайским правительством против уйгуров. Согласно американской сети Axios, IPVM перехватила некоторые контракты, которые она подписала с полицейскими управлениями в уйгурском районе Хайканг. Информация, предоставленная компанией IPVM сети Axios, показала, целью контрактов, подписанных Hikvision с полицией в регионе, были уйгуры из Хайканга. Согласно отчету, финансируемому Министерством иностранных дел Великобритании, 60% уйгуров, живущих в стране, подвергаются преследованиям со стороны китайских агентов, которые угрожают расправой семьям, оставшимся дома. В то время как уйгурам, преследуемым Китаем, приказано делать и публиковать фотографии на проуйгурских митингах, некоторым приказано проникать в такие организации, как Amnesty, и отправлять отчеты. Эти методы направлены на создание атмосферы паранойи и недоверия среди уйгурского сообщества. В рамках исследования, проведенного ученым из Шеффилдского университета, были опрошены уйгуры в Англии, Турции и Таиланде. ФБР арестовала 2 китайских агентов, руководивших отделением тайной полиции в Нью-Йорке, а Федеральная прокуратура обвинила 34 китайских полицейских в том, что они преследуют соотечественников-диссидентов, проживающих в США. 2 граждан Китая были задержаны в Нью-Йорке по подозрению в создании секретного полицейского участка в китайском квартале для шпионажа, сотрудничества или запугивания китайских диссидентов. Подозреваемым 61-летнему Лю Цзяньваню и 59-летнему Чен Цзиньпиню были предъявлены обвинения в шпионаже, заговоре и воспрепятствованию правосудию от имени китайского правительства без информирования властей США. Урсула фон дер Ляйен, председатель Комиссии Европейского Союза, заявила, что ЕС необходимо снижать риски, четко определяя возможности и проблемы в своих отношениях с Китаем без разрыва экономических, социальных, политических и научных связей. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь вновь заявил, что тайваньский вопрос является внутренним вопросом Китая, и призвал страны G7 твердо поддержать принцип одного Китая. По неизвестной причине в больнице Чанфэн в Пекине, столице Китая, вспыхнул пожар. В результате пожара, который начался в стационаре в 12:57 по местному времени, погиб 21 человек. После пожара спасатели доставили в близлежащие больницы в общей сложности 71 пациента. На снимках, опубликованных в соцсетях, видно, что один из пациентов выбирался из здания по простыни, свисающей из окна, а несколько человек ждали спасения на наружных блоках кондиционеров.